Рукопашный бой бирманских воинов бандо. Изначально жестокому боксу обучали только солдат. Они применяли навыки травмоопасного единоборства в бою. В основе ингушской борьбы шотсанлат тоже боевые приемы. Их горцы использовали в стычках с кочевниками. У этого вида спорта богатые национальные традиции. Шотсанлат – это ингушское национальное единоборство. Ногами здесь бьют как в тэквондо, а руками как в боксе. При этом в этом единоборстве есть элементы, которые очень сильно напоминают ингушский национальный танец халхр. Бить как плеть, вязать как узел и быть крепким, как древесный сучок. Вот он, идеальный боец шотсанлат. Невероятно, но долгое время о национальной технике рукопашного боя в Ингушетии не вспоминали. Боевое искусство возродили лишь в 60-х. Тогда профессор Магомед Гирей Сукиев систематизировал древние приемы. Скажите, это вы возродили какое-то древнее единоборство или придумали что-то новое? Если сказать и так, и по-другому, это тоже будет справедливо и правильно. То есть здесь присутствовали оба пути, вот, и возрождение на основе старинных легенд, сказаний и так далее. Опять же, изучая наш национальный фольклор, танцевальный, там тоже очень много движений, связанных, ну, как слепок было воинского прошлого. То есть танец этот кавказский, он именно является отражением боевого искусства. Вот. И исследуя современные техники, мне пришлось достаточно много заниматься и восточными единоборствами, и западными школами, такими как бокс и американское тайквондо. Все это нашло применение и отражение в этой интегрированной системе тотального боя. За пределами республики о шотсанлат заговорили только 30 лет назад. Тогда приемы ингушского тотального боя продемонстрировали на Московской конференции по боевым искусствам. Вскоре борьбе стали обучать сотрудников ОМОНа. А в 2017-м шотсанлат внесли во Всероссийский реестр спорта. Теперь ингушскому национальному бою обучают по всей стране. Покажите мне, пожалуйста, что-нибудь. Значит, вас интересует какой-нибудь элемент, который бы вам пригодился? Для самообороны. Для Я самообороны. вообще очень миролюбивый Значит, смотрите, человек. Мало ли. Защита – это самая сложная часть любого боевого искусства. И даже спортивное единоборство. Спросите у любого тренера по боксу. Защита, нырки, уклоны, отбивы, блоки, подставки – это самое сложное. Гораздо легче научить там, выбрасывать руку, хотя искусство постановки удара тоже дело непростое. Но вы, допустим, хотите захватить, сделать там болевой или что-то. Смотрите, здесь левая рука работает в режиме боксерского отбива. И точно так же легко работает правая рука, ну, на этот локтевой сгиб. Да, это я не ожидал. Все, и вам не надо драться. Следующее. Вы не знаете, кто ваш соперник. Он может быть борец смешанного стиля, он может быть кикбоксер, он может быть каратист и так далее. Вот вы отойдите немножко назад. И вот вы агрессивно на меня начинаете наступать. Прошу. Что такое? Нормально. Все, убил просто.